15:45 на пульт диспетчера поступил очередной звонок о пожаре. 30 секунд на сборы и вперед на место ЧП. Каждая потерянная минута в пути может стоить человеческой жизни. С начала октября в Ингушетии зафиксировано десятки случаев пожара. В Назране, селениях Далаково, Нижние Очилки и Нарки-Барсуки. Недавний пожар в коммерческом здании в Назране не стал исключением. В эпицентре события оказался командир отделения Назрановской пожарно-спасательной части номер 1 Магомед Костоев. Спасать жизнь для него и его товарищей призвание. А ведь пожарным Магомед стал совершенно случайно. Я не жалею, что я работаю в пожарной охране, так как помогаю людям, реагирую в ситуации, приходишь на помощь помогающим. Пожарная опасная профессия, поэтому подразделение ведется жесткий отбор. Попасть сюда может далеко не каждый доброволец. Хорошая физическая подготовка – один из основных критериев. Это связано с тем, что пожарное оборудование зачастую не самое легкое. Например, полное оборудование пожарного весит до 30 килограмм. Горящий дом, там где задымление. У нас здесь воздух, дыхательный аппарат сжатым воздухом. И есть кислородные баллоны, это называют даск, когда воздух доходит до красного. Это 50-55 бар. Вот. Начинается. Вот это дает сигнал, что вам необходимо, надо покинуть зону задымления. Начинается один счастливчиков, которые все же прошли отбор, всегда с построения и проверки личного состава. Порядки здесь прямо как в армии. И каждый сотрудник должен строго следовать приказам, которые ему отданы старшим по званию. Ведь от этого будет зависеть успех всей операции. Выездить разных табонах, скрыть шхулц, сача, мышкет шхулц. Разен, чей-чей шашлен, ну, бег бацняха. Стребеха я это шхулц табонах, табонах нормально. Неотъемлемая часть рабочего дня любого пожарного – это учение. Практически каждую смену проходят профилактические занятия по подготовке личного состава. Условия максимально приближены к реальным. Первые спасательные команды собирали еще в Древнем Египте и Римской империи. На Руси бороться с пожарами начали с конца XI века. Официально считается, что профессия пожарный в России возникла 30 апреля 1649 года. Именно в этот день царь Алексей Михайлович издал указ, в котором назначил ответственных за пожарную безопасность. Сейчас бригады пожарных есть в каждом регионе. Несмотря на постоянный риск и напряжение, которое рано или поздно сказывается на психике человека, молодые люди продолжают вкладывать все силы в это нелегкое дело. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает десятки специалистов, готовых рисковать каждый день собственной жизнью, чтобы спасти чужую. Амина Бокова, Светлана Томова, Новости 24.